Я продолжаю писать карту дня на 8 июня, это у нас четверг. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков, Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев, Дева, тогда вам нужна первая часть. Ссылку на первую часть я ставила внизу под видео в описании. То есть легко нажали, перешли и по тайм-коду выбрали свой знак. А я смотрю дальше. Весы, 8 июня. Четверг. Что будет у весов? Покажите мне. Время. Первое выпадает. Будильник. Какая-то проблема со временем. Печаль. Расстроит вас эта ситуация, да, то есть вы будете опечалены. Подарочек. И ключик. Все в ваших руках в этот день. Горизонтали, вертикали я совпадений не увидела. Значит, получается у вас 4 события. Первое событие. Вам надо следить за временем. В этот день правильно его распределять, потому что здесь будет какая-то проблема. Будете либо не успевать куда-то, либо наоборот долго ждать. Дальше вас что-то сильно расстроит. Ну, может быть, опять же, да, то есть вот эта проблема. Вы можете получить подарок, и ключ показывает, что, ну, в принципе, вы совсем можете справиться, да, потому что ключ в ваших руках. То есть все будет зависеть от вас в этот день. Так что весы, вот такая информация для вас. Полагаться, да, ни на кого не стоит в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы. Смотрим. 8 июня. События дня для скорпионов. Четверг. Подсвечник. Надежда. Неприятность. Угу. Ну, надежда, наверное, то, что здесь вот, да, как-то эта ситуация разрешится. Змея. Выбор сложный. Луна, повторяющее событие. Решение вопроса. Какой-то проблемы. Так, теперь смотрим, что здесь. Горизонтали ничего. Вертикали тоже нет, лебедя нельзя.
Получается, у вас 6 событий. Первое показывает, что у вас будет какая-то надежда в этот день, вы на что-то будете надеяться. Может произойти неприятность, будут колебания, сомнения, общение со змеей. Да, то есть тут надо, ну, змея это всегда опасность, человек, от которого нужно держаться подальше. Дальше решение вопроса, это, наверное, единственный плюс здесь, да, то есть плюсик. И еще может быть событие, которое постоянно с вами повторяется. Тоже вот в этот день тоже может быть. Так что будьте готовы к какой-то неприятности в этот день. Может быть, вот эта змея, это и будет общение со змеей, это и будет неприятностью. Как вариант. Так что, скорпионы, придется, да, вот доставать жало против ядовитой змеи. Вам есть чем ответить. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Стрельцы, 8 июня, четверг, события дня. Так, стрельцы, 8 июня. Сразу же ключик выпадает. Да, то есть прямо с утра в ваших руках появляется ключ, которым вы можете открыть любые двери. Интимная связь может быть, кровать. Маску нельзя. И прибыль. Поступления финансовые. Удача. Ну, мы как бы уже видим, да, что день для вас удачный. И в личной жизни, и по финансам. Слезы. Ну, слезы могут быть и со знаком плюс. Если, ну, если негативных событий нет. Разлука. Временное расставание с кем-то. Например, когда человек куда-то уезжает, или наоборот, были в разлуке, приезжают. Может быть, это вот слезы радости от встречи. Дети, семья, дети. Ножницы, решение какого-то вопроса. Рыба, скользкое дело. Угу. Значит, смотрите, много хороших событий, но есть, вот видите, предупреждение тоже выпало. Значит, из хорошего ключ в ваших руках, да, то есть это возможности, интимная связь, получение финансов, удача, решение вопросов, общение с семьей, с детьми, временное расставание с кем-то, слезы и скользкое дело – это всегда хитрость, обман. То есть когда нас пытаются заманить, да, в свои сети. Поэтому тут надо быть осторожными. Опять же, рыба ложится рядом с финансами. Да, то есть будьте осторожны, может быть, какие-то мошенники, да, то есть либо продадут что-то вам, может быть, некачественное в этот день. То есть будьте осторожны, в общем, в четверг. Благодарю за внимание. Перехожу к козерогам. Козероги, 8 июня. События дня, четверг для козерогов.
солнышко сразу же выпадает. Хорошее настроение у вас будет в четверг. Дорога может быть, поездка. Рыба, скользкое дело. Деловая встреча. Вот смотрите, на встрече. Надо быть очень внимательными. Подарок. Мешок с деньгами. Приглашение. Вот, может, кстати, смотрите, будет куда-то приглашать, да, то есть рыба может показывать, что, ну, надо хорошо подумать, стоит ли соглашаться на это приглашение. Интимная связь. Так, и здесь, получается, нет совпадений. Смотрим, значит, у вас хорошее настроение будет, поездка, приглашение, события, связанные с деньгами, обман, хитрость. Да, то есть какие-то такие темные делишки, деловая встреча, подарок, интимная связь. То есть у вас предупреждение постараться вот не попасть на чью-то удочку в этот день, потому что кто-то вот захочет вас обвести вокруг пальца. И это может быть на какой-то деловой встрече. То есть это может быть связано с работой у вас. Так что будьте осторожны, козерожки, в четверг. Благодарю за внимание. И перехожу к водолеям. Водолеи. Смотрим 8 июня. Четверг. События дня. Так, Водолей, четверг, смотрим. Застолье. Верность. Может быть, кстати, какое-то событие в паре, да, то есть вместе с бокалом. Ну, например, там годовщина, день знакомства, гости. Смотрите, еще тоже, видите, подтверждает, что то есть тут вы не вдвоем будете, а еще кто-то в гости придет, или вы вдвоем пойдете в гости. Угу. Больше ничего не показали. Сейчас еще посмотрим периметр. Успех. Да, здесь нет. Получается 4 события. Да, то есть одно событие связано с каким-то застольем, застолье гостя. Да, то есть и здесь лебедь может показывать, что вы либо пойдете со своим любимым человеком, либо, возможно, познакомитесь. Да, то есть на этом застолье может оказаться человек, с которым вы потом станете парой, если вы, допустим, один или одна.
И еще плюс у вас в этот день показывает, что может быть успех больше связанный с работой, с делами, да, то есть если у вас какой-то конкурс, может быть, в этот день, венок очень хорошо приносит, там, допустим, первое, второе место, вы можете, то есть ждут какие-то победы вас в этот день. Так что день очень хороший. Благодарю за внимание и перехожу я к рыбкам. Смотрим рыбки. 8 июня. Четверг. События дня для рыб. Якорь. У вас первое событие. Победа. Колебания, сомнения. Событие, которое повторяется каждый месяц. Луна. Ну, имеет какой-то цикл еще, да, то есть может Луна показывать. Больше не вижу. Получается, я нашла только 4 события. Первое — якорь. Якорь может показывать, например, что первую половину дня ничего не происходит. Да, то есть вот вы где-то заякорились, да, то есть находитесь на одном месте. Может еще, конечно, показывать точку в каком-то вопросе. Якорь — это, знаете, когда, особенно вот с победой, если ты долго, например, там, не знаю, какие-то суды шли, да, то есть, или, например, там, вы брали кредит и может показывать победа, якорь, точку в этом вопросе, да, то есть, отдали последний платеж, да, то есть, или выиграли суд, да, то есть, и все, поставили точку в каком-то глобальном вопросе, тоже вот по якорю может быть. Да, то есть, какую-то ситуацию стабилизировали, заякорили. Дальше победа, повторяющееся событие какое-то и колебания, сомнения. Да, то есть весы всегда показывают как-то в такую неуверенность. Опять же, это могут быть, допустим, состояние перед победой. Да, то есть вот вы не уверены с утра, да, что получится или нет. Ну, видите, флаг показывает, что сомневаться не надо. Да, то есть в этот день победа, хороший результат будет за вами. Так что вот такая информация для вас, рыбки, на четверг. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.